Дорогие гости, дорогие устроители сегодняшней памяти Юсупа Абдрахманова, я являюсь дочкой, которая никогда его не видела. А вот здесь стоит Токо Невересы. Это внук Токо. Их расстреляли двоих. И папу, и его братишку. Токо было 29 лет, а папе было 36 лет. Мне сегодня очень трудно говорить, но я настолько благодарна. Большое спасибо, Адахан Кимпирович. Я и не знала, что так начнется мой год. У Юсупа Абдрахманова в декабре, 29 декабря, 23 декабря день рождения. И вдруг такое вот, для меня это было, конечно, удивительно, но радостно, что все-таки киргизский народ знает Юсупа Абдрахманова. И я думаю, что он будет следовать тому примеру, которому служил он. Он любил народ. Вот я вам приведу два примера. Я приехал в Джалабад. Там разговаривал с узбеком. Узбекский язык я плохо знаю. Но это не главное. Не главное, на каком языке ты говоришь, а главное, чтобы народу жилось хорошо. Он еще говорил, в дневнике писал, нельзя, можно обмануть народ на время. Некоторых можно обмануть навсегда. Но всех навсегда обманывать нельзя. И вот сейчас такое время, когда нам надо всем сконсолидироваться, нам надо всем собрать. И вот Бутун Кыргызстан сегодня нам показал, что со всех районов, со всех областей собрал народ. Надо беречь друг друга, надо любить друг друга, как любил папа, как любил Юсуп Абдрахманов. Поэтому огромное спасибо, Адахан Кимпирович, вот за то, что вы сегодня всем устроителям, кто принимал участие, кто пришел сегодня вот, отметить 110-летие папы. Вот сегодня из Алматы приехал фанатик. Это старшей сестры моей сын. Это внук Юсупа Абдрахманова. Это Салават. Он хирург. Этот юрист. И все заканчивали с отличием. Они учились как продолжатели папы. Папа был очень умный у нас. Поэтому, извините, я расстраиваюсь и говорить мне трудно. Но я низко кланяюсь всем, кто сегодня вот это вот нам преподнес. Здесь еще внуки все есть. У нас много правнуков, так что род продолжается. Род продолжается.